Лидеры общественного мнения и религиозные деятели обсудили не только проблемные вопросы региона, но и предстоящие выборы президента. Каждый заметил глобальные изменения на полуострове со дня вхождения Крыма в состав Российской Федерации. За 4 года народу есть что сравнивать. Издан долгожданный указ о реабилитации, начато строительство соборной мечети. В местах компактного проживания крымских татар возводят школы, детские сады и спортзалы. Встреча прошла хорошо. У нас большая проблема. Нет дорог, но пообещали решить. В прошлом году мы встречались с Аксеновым. Он тоже пообещал решить наши проблемы. Спасибо им огромное. Мы им благодарны. Кроме этого, важным событием для народа стало придание статуса государственного крымско-татарскому языку. Вопрос топонимики решен. Уже идет процесс установки исторических названий населенных пунктов. В заключении было зачитано обращение 22 общественных организаций и подведен итог. И было зачитано это обращение именно 22 организаций, и где это обращение поддержали именно лидеры общественного мнения Сакского региона. Единогласно я поставил это на голосование именно, и все 100% людей поддержали. Крымские татары будут впервые участвовать в выборах президента Российской Федерации. Поэтому заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов призвал жителей не обращать внимания на какие-либо провокации. Продемонстрировать всему миру и России, что в Крыму единство и согласие. И народ, проживающий в нем, не позволит посеять вражду на полуострове. Поэтому я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок, значит, и, конечно же, сознательно, сознанием того, что, к чему все это может привести, сделать свой выбор. Этими вопросами интересуйтесь, и вы одна из активной части регионов, которая, в общем-то, можно сказать, на которую равняется и на которую внимание обращает от той позиции, которую вы занимаете, зависит также и позиция некоторых других регионов, активных тоже. 60 лидеров общественного мнения поддержали обращение 22 крымско-татарских общественных организаций и заверили, действующий президент – гарант комфортной и стабильной жизни крымчан. Султания Истакаева, Санзивадинов, телеканал Миллет.